Доброе утро! В эфире телеканал Якутия-24 и НВК Саха, программа «Утро Якутии». И вместе с вами просыпаемся мы, Катерина Винокурова, Павел Танин. 29 сентября на календаре, день недели среда. Да, сегодня, как и всегда, будем пытаться встретить день максимально интересно, максимально познавательно, весело, задорно и энергично. Например, узнаем, как уберечь себя, точнее, свое сердце от стресса, потому что, осенью все-таки риск застрессовать очень сильно он повышается. Немножко поговорим про осеннюю хандру, как с ней можно побороться. Побываем в Краеведческом музее имени Гаврила Ксенофонтова в Покровске, увидим мистический камень плодородия. Ну, а также узнаем, как из своего домашнего питомца вырастить чемпиона. Поделимся секретами дрессировки с выставки собак. Ну и, как всегда, напоминаем о том, что работаем мы в прямом эфире, и у вас есть всегда возможность принять участие в этом эфире, а именно отправить свои поздравления, просто пожелать доброго утра всей Якутии через наш WhatsApp номер 8 914 273 4488. Сегодня в нашей программе самый внимательный телезритель получит возможность выиграть билет в Театр оперы и балета на премьеру балета. Вот, разыграем мы эти билеты, точнее, подведем итоги сегодняшнего розыгрыша мы завтра, но сам розыгрыш, он чуть попозже, мы, естественно, про него не забудем. Да, так что будьте внимательными, сегодня в нашей программе прозвучит этот вопрос. Ну а далее знакомимся с погодой на сегодняшний день. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила -7, 0 градусов. В Заречной группе -1, -5 градусов, в южных от 0 до -2. В Вилюйской группе -3, +2 градуса, в Нижнеленских 0, -3. В западных -1 до 0, в Колымо-Дигирской группе от -2 до -11, в Янских 3,6 градусов мороза, на северо-западе от 1 до 11 градусов мороза. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 2 градуса мороза. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Порывы до 7-12. Одевайтесь теплее. Температура воздуха днем составит 8-10 градусов тепла. Что ж, дневная температура ниже нуля пока не опускается, и даже есть куда и опускаться до нуля, и, значит, теплой осенью можно считать, что сейчас проходит теплая осень. Ну а прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы телеканала, они расскажут о последних новостях. Коренные народы Арктики должны иметь долю с прибыли, которую получает бизнес при использовании знаний и традиций коренных малочисленных народов Севера. Об этом на Северном форуме сказал председатель Ассоциации коренных малочисленных народов. Последние десятилетия традиционные знания активно коммерциализируются в рамках разных сфер. На данном этапе необходимо понять, какие механизмы и структуры должны работать для защиты прав коренных малочисленных народов Севера на интеллектуальную собственность, кто будет являться правообладателем, кто может предоставлять право пользоваться традиционными знаниями и кто будет получателем выгод. Сегодня отмечается Всемирный день сердца. Впервые он был организован в 1999 году по инициативе Всемирной организации сердца. Первоначально день проводился в последнее воскресенье сентября. С 2011 года у него фиксированная дата – 29 сентября. Цель введения новой даты – повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать всеобъемлющие профилактические меры в отношении ишемической болезни, мозгового инсульта во всех группах населения. Всемирный день сердца проводится под девизом «Сердце для жизни».
Строительная готовность республиканского кардиологического диспансера составила 76%. На строительстве объекта работает около 180 человек. Сегодня ведутся работы по внутренней отделке и монтажу вентиляционного оборудования. В здании будут располагаться отделения кардиологии, нейрососудистой и кардиологической реанимации. Новый кардиодиспансер рассчитан на 150 мест. Его площадь составляет более 15 тысяч квадратных метров. На возведение объекта из бюджета страны выделено около 4,5 миллиарда рублей. В Ленске продолжает свою работу школа беременных. Открыта она была несколько лет назад на базе женской консультации. Ведет консультации квалифицированный медицинский психолог. Один раз в неделю беременные женщины собираются и обсуждают различные темы, актуальные в их положении, и прослушивают лекции психолога. Школу беременных на данный момент посещает 10 человек. Это лишь малая часть всех беременных, стоящих на учете в женской консультации. На сегодняшний день мамами в районе готовится стать 177 женщин. Очень много тем у нас направлено на то, как правильно подготовиться к родовому процессу. Мы затрагиваем такие темы, как сотрудничество самих рожениц с медперсоналом, с врачами, с другим персоналом, потому что все-таки я считаю, что это двухсторонний процесс, да, правильное сотрудничество и медицинского персонала и самих пациентов – это залог успешных родов. Спасибо большое коллегам. Ну а как мы вчера говорили, в эти выходные мы с бригадой «Утро Якутии» побывали в командировке в деревне Еланка. Знакомились с культурой, бытом ямщиков. Да, ну, посетив музей, соответственно, в котором хранятся и какие-то предметы утвари, домашние, хозяйственные и так далее. И вот, говоря о розыгрыше, итоги которого подведем завтра, сегодня мы хотим задать вопрос, интересный достаточно. Вот кто правильно на него самый первый ответит при помощи нашего WhatsApp, номер, я напомню, 8 914 273 4488, тот получит 2 билета в театр оперы и балета на премьерный спектакль. Ну а вопрос звучит следующий. Как называлось нижнее отделение? Для чего предназначалось? Да, для чего предназначалось, прошу прощения, нижнее отделение в русской печи. Варианты своих ответов мы ждем на наш WhatsApp номер. Да, у 30 сентября мы объявим номер телефона победителя, кто даст этот ответ первее. Ну а говоря про нашу командировку, уже в эту пятницу, 1 октября, в 7 часов смотрите об итогах этой поездки. Мы расскажем о туризме в осеннее время года. Ну, расскажем и покажем, что, в принципе, осень не помеха отдыху на природе. Доброе утро всем, кто встречает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Наше утро началось действительно очень экстремально. Мы поднимаемся на скалу. Это своего рода тоже зарядка. Наша яичница, она вполне себе готова. Это очень вкусно. Говоря про активный отдых, самыми распространенными его видами в нашем регионе являются, конечно же, охота и рыбалка. Причем это уже давно не чисто мужские занятия.
скором времени вот уже на этом месте появится новая лодочная станция с красивым дизайном, отвечающая всем требованиям безопасности. Сюда съезжается огромное количество людей для активного отдыха, в частности, и для занятия спортом. Смотрите наш специальный выпуск программы «Утро Якутии» уже в эту пятницу в 7 часов утра. Ну, а абсолютный чемпион игр Манчары по борьбе Хапсагай, член сборной команды республики по вольной борьбе Данил Иванов уже готов показать вам парочку утренних упражнений для зарядки. Доброе утро, меня зовут Иванов Даниил. Я абсолютный победитель игр Манчары по Хапсагаю. Давайте сделаем утреннюю зарядку. Желаю вам удачного дня, занимайтесь спортом. Мы сами снимаем. Мы продолжаем. Это «Утро Якутии» на Якутия-24 и НВК «Саха». Заболевания сердца и сосудов стали проблемой номер один во всем мире. Только в России, по статистике, больше 1 миллиона смертей приходится именно на патологии сердца и так далее. Да, к сожалению, наша страна является одним из лидеров по показателям, да, и 55 смертей в стране происходит именно из-за патологии сосудов. 55%. 55%. Как же противостоять сердечно-сосудистым заболеваниям и как правильно проводить профилактику? Сегодня мы поговорим с нашей гостьей. У нас в студии главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алена Михайловна Никитина. Доброе утро, Алена Михайловна. Доброе утро. Врачи отмечают, что самая лучшая мера против превентивная, профилактики. Профилактика – самое лучшее средство защиты от заболеваний, собственно, от смерти, по причине сердечных патологий каких-то сосудистых. Какие правила существуют для здорового сердца, то есть как эту профилактику сердца проводить? Ну, вы абсолютно верно заметили. Сегодня мы отмечаем Всемирный день сердца, который проводится уже во всем мире ежегодно, уже более 20 лет. И действительно, это мероприятие призвано к тому, чтобы каждый житель нашей планеты обратил внимание на свое здоровье и прежде всего на здоровье своего сердца. Да, действительно, есть меры профилактики, которые должны предотвратить, не довести до катастрофы, потому что сердечно-сосудистые заболевания
они являются основной причиной как смертности, так и инвалидизации населения как во всем мире, в России, так и в республике. Это, вы знаете, на самом деле очень простые такие есть основные, так скажем, методы, которые всем абсолютно известны, да, но которые, может быть, мы иногда забываем, так скажем, к себе применить. Да, это, естественно, качественное питание с достаточным потреблением овощей, фруктов. Это контроль артериального давления, это контроль уровня холестерина, сахара в крови. Это, конечно, отказ от таких, скажем, пагубных привычек, как курение, злоупотребление алкоголем. И это, конечно, достаточная физическая активность. Ну, мне кажется, мы, в общем, достаточно много об этом говорим, да, и вот это то, так скажем, вообще эта пандемия, да, которая в прошлом году пришла как бы, ко всем, да, абсолютно, мне кажется, нет ни одной семьи, которая как бы не затронула эта проблема, да, и не коснулась. И, ну, как говорится, во всем есть какие-то свои плюсы и минусы. И все-таки мы сейчас отмечаем, что наше население стало обращать внимание на свое здоровье. Также я хотела бы сказать, что, конечно, регулярный профилактический осмотр, диспансеризация по возрасту, она также может, так скажем, положительно сказаться, конечно, на здоровье, потому что действительно лучше предупредить, чем потом заниматься лечением всех этих заболеваний. Алена Михайловна, такой вопрос, да, вот все-таки, если взять достаточно уже взрослого человека, там, 30 плюс и так далее, все-таки уже более осознанно подходит к своему здоровью. Другое дело молодой возраст, потому что сильно не задумываешься, как-то беззаботно к этому всему относишься, кажется, что силы, они вот всегда с тобой. Как в молодом возрасте сердце сберечь, потому что, в принципе-то, вот самый главный удар, мне кажется, приходится именно тогда. Ну, конечно, нужно здоровье беречь с молоду. Да, то есть мы должны воспитывать, наверное, вообще с детских садов, со школ правильное отношение к своему здоровью своих детей. Да, то есть мы должны все время говорить, что, ну вот опять же я возвращаюсь к тем, да, основным моментам, да, о которых я уже сегодня говорила. Это, конечно, все-таки правильное питание, это... Вы знаете, сейчас очень много, если касаемо детей, да, мне кажется, сейчас очень много вот этой неправильной рекламы все-таки. Да, если мы об этом будем говорить. То есть потребление продуктов, которые имеют очень высокий уровень сахара. Это тоже имеет значение, потому что, к сожалению, это все влияет на наши сосуды, а потом опосредованно, естественно, может вызывать там, уже в каком-то возрасте какие-то проблемы. Ну и, конечно, это прежде всего генетика, естественно. Генетически тоже это все заложено. В республике мы ежегодно отмечаем этот праздник, проводится достаточно много мероприятий. Это, значит, дни открытых дверей, это возможность, в принципе, вот сейчас измерить артериальное давление свое, уровень сахара, холестерина в крови постоянно. В любой, да, в любой поликлинике можно, и это будут и... Будут возможность и в общественных местах это также сделать. И, конечно же, это будут проводиться различные школы совместно с федеральными научно-исследовательскими центрами. Это, в общем, в принципе, это все-таки праздник сердца на самом деле. И также в этом году, 29 у нас в 9 часов вечером в Якутске наша телебашня будет освещена красным цветом. На самом деле это мероприятие, которое проводится по всей Российской Федерации. Алена Михайловна, но стресс, поговорим о стрессе, да? Стресс, он всех нас касается рано или поздно, да? Стрессовые ситуации приводит к тому, что сужают наши сосуды, да? Как в современном мире противостоять стрессу и насколько это вообще реально жить без стресса? Да, у нас ритм, так скажем, нашей жизни современной, он очень высокий. И, конечно,
действительно мы все подвержены стрессу. Но я лично сама, вот лично свой могу пример привести, я всегда спасаюсь занятиями, активными занятиями физкультуры, так скажем. Не могу сказать, что это прям активный спорт, нет, конечно, это занятия в спортивном зале. Это действительно очень хорошо снижает уровень стресса. Да, и вообще я рекомендую всем на самом деле активную физическую, значит, ну, вообще повысить свой уровень физической активности, я бы так сказала. Больше двигаться. Больше двигаться. Ну вот есть замечательная такая фраза, что смех продлевает жизнь. Вот насколько она, возможно, научно оправдана, и вообще быть счастливым – это вот залог долголетия или нет? Или все-таки… Да, конечно, положительные эмоции – это, естественно, залог долголетия, потому что счастливая жизнь, она, наверное, включает много компонентов, да, в том числе и смех. Сейчас даже есть, вот у наших соседей, к примеру, в Приморском крае, они очень активно работают по, значит, смехотерапии, йога смеха. Есть такие направления сейчас. Да, ну, я считаю, что все, что привносит положительные эмоции в нашу жизнь, все полезно. Значит, больше двигаться и больше смеяться. Ну вот сразу становится интересно, ну так, двумя словами буквально, а сколько нужно в день смеяться, чтобы продлить свою жизнь? Ну, я думаю, что не меньше 10 минут. Вот такой хороший, полезный совет в плане смеха. Алена Михайловна, спасибо большое, что пришли в эту студию, поделились нам действительно важными вещами, потому что сердце все-таки это мышца, которая она никогда даже не спит. Она орган. Да, давайте задумываться о сжимается. своем здоровье, о своем главном органе, не только сегодня, но и в повседневной жизни. Спасибо большое. Вот. Но помимо сердца, наш мозг тоже нуждается иногда в каких-то хороших вещах, потому что тоже немаловажный объект в нашем организме мозг. Вот ему нужны новые впечатления, информация, задачи, так, для разминки. Да, поэтому мы советуем вам чаще бывать в новых местах, делать непривычные вещи, встречаться и знакомиться с новыми людьми. Предлагаем посмотреть лайфхаки. Возможно, именно эти упражнения помогут вам держать мозг в тонусе. На каждом пальце находится более 3000 рецепторов, которые напрямую соединяются с мозгом. Если человек не привлекает свой мозг к работе, существующие связи слабеют. Мозг получает меньше кислорода, соответственно, начинает хуже работать. Есть специальные упражнения для активизации работы мозга и улучшения памяти. Такую тренировку нужно делать каждый день, и занимает она 2-3 минуты. Согните руки в локтях и поднимите на уровень глаз. Глубоко вдохните через нос, затем выдохните через рот и немного опустите правую руку. При этом пальцы левой руки должны накрывать сверху пальцы правой. Вернитесь в исходное положение и повторите то же самое с левой рукой. Согните руки в локтях и поднимите ладони до уровня рта, так, чтобы они смотрели на вас, а мизинцы обеих рук соприкасались мизинцами. Сделайте глубокий вдох, задержите дыхание и максимально сгибайте пальцы один за другим. После того, как вы согнули все пальцы, на выдохе выпрямите пальцы один за другим. Упражнение номер 3. Сначала плотно сожмите кончики большого и указательного пальцев правой руки. Указательный палец должен быть согнут дугой. Повторите то же движение большим и средним пальцами, затем безымянным и мизинцем. Сожмите левую руку в неплотный кулак, при этом пальцы правой руки должны быть прямыми и плотно прижаты друг к другу. Поднесите кончики правой руки к левой и нажмите на левую ладонь у основания мизинца. После этого смените руки, повторите это упражнение с максимальной быстротой и точностью. Такую тренировку нужно делать каждый день, тогда ваш организм омолодится, а работа мозга станет более эффективней. Ну, тем временем осень, она уже не то чтобы вступает в свои полномочия, она уже вовсю у нас в Якутии царит, хоть и пока, я считаю, что теплая. Плюс 10 градусов ближе к октябрю – это норма. Ты заметил, кстати, что осенью очень
часто люди впадают в такие депрессионные состояния. Да, но на самом деле неудивительно, потому что, как бы, чтобы какие теории не были, мы все равно люди, живые организмы, часть природы. Природа начинает засыпать осенью, сворачивает все свои вот эти вот Умирать. краски. Ну, это слишком громко сказано. Она просто в небольшую спячку уходит. Ну и человек, соответственно, вместе с ней тоже немножко так приунывает, скажем так. Да, вот как я, например. Ты приунываешь. Да, у меня осенняя хандра. Кстати, вот у тебя такое бывает, и как ты с ней борешься? Ну, на самом деле... Или не борешься? Нет, ну, не то, что прям борюсь, это не масштабные боевые действия против хандры, но пытаюсь радовать всякими-то мелочами каждый день, будь то вкусная еда такая неожиданная, я очень люблю фастфуд, либо же хорошие впечатления из фильмов, книг и так далее, то есть просто давать себе какой-то час-два в день, когда ты наслаждаешься чем-то новым, интересным для тебя в первую очередь. Ну, а я чаще гуляю на улице, стараюсь дышать больше свежим воздухом, ну и смотреть хорошие комедийные фильмы. Да, очень Ну, а хороший что совет. на это скажет, да, наш доктор? Смотрим в рубрике. Доброе утро! С наступлением осени приходит и осенняя хандра. Настроение плохое, сложнее просыпаться по утрам и заставлять себя что-то сделать. Связано это с биологическими ритмами человека, которые для полноценного функционирования необходим солнечный свет, особенно по утрам, когда мы просыпаемся. Сегодня несколько простых советов, как раскрыть серые будни, раскрасить их и не впасть в уныние. Физическая активность. Если вы не занимаетесь спортом, самое время начать. Например, запишитесь на танцы, ритмичная музыка и занятия в группе кому угодно поднимет настроение. Добавляйте в рацион больше ярких овощей и фруктов. Экспериментируйте с питанием. На самом деле осень – яркое время года. Тыква, красные яблоки, ярко-зеленые цукини – не только полезно, но и вкусно и красиво. А чайные основы имбиря, облепихи, шиповника или мяты согреют и добавят витаминов. Уделяйте время для себя, порадуйте себя покупкой чего-то нового, сходите на массаж или в спа. Кстати, очень прекрасное время для похода к косметологу. Идеально подходит для многих процедур, которые нельзя делать в период повышенной солнечной активности. Чаще общайтесь с близкими. Проводите время за просмотром семейного фильма или настольной игрой. Гуляйте, а не замерзнуть поможет чай с медом. Если большую часть времени вы проводите в офисе, постарайтесь в течение дня выйти на небольшую прогулку в светлое время. Будьте здоровы! Вот говоря о приятных вещах, некоторые люди любят домашних животных, ну, то есть заводят их, да, как-то ухаживают за ними, кто-то идет дальше, посещает с животными выставки. Да, около 200 собак разных пород приняли участие в прошедшей в Якутске Всероссийской выставке собак. Проводит ее традиционно дважды в год Якутская городская общественная организация «Зооклуб Любимец». Да. Участие в таких мероприятиях – это не только возможность показать своего любимца публике, но и заработать ранги, оценки и титулы, что, кстати, среди профессиональных собаководов, скажем так, это немаловажная вещь. Вот. И трудно ли подготовить питомца к его звездному часу? Как вообще проходят такие выставки? Расскажет Ульяна Шагина. Требования к этому конкурсу стандартная. Собака должна иметь правильный цвет глаз, хорошую слаженность тела, полностью соответствующая породе. Должна демонстрировать гармоничный уравновешенный темперамент. Конечно, для собаки стресс находиться в одном помещении с другими представителями четвероногих, но тем не менее участники выставки справляются с задачей. Я владелец питомника немецких овчарок Норсер Дансер. Это собака нашего местного разведения от наших местных производителей. Сегодня она победила в ранге первой группы. То бишь она победила не только свою породу немецкая овчарка, но еще такие породы, как шелти, корги, восточноевропейская овчарка, овчарка длинношерстная. Стала сегодня как бы самая лучшая собака среди своей группы.
Но если овчарка Леди пришла со своей хозяйкой, то французскому бульдогу Рэю не привыкать представлять свою породу при помощи хендлера, специально представленного к собаке специалиста по демонстрации собак на выставке. В Якутии эта профессия только начинает набирать обороты, так что профессиональных хендлеров можно сосчитать на пальцах. Ну, хендлер – это тот человек, который собачку подготовит к выставке и выставит. Если вдруг хозяин по каким-то причинам не может, то есть люди бывают боятся ринга, бывают боятся собак большого скопления, тогда уже выступает хендлер. А хендлер берет разные породы в свои руки и, естественно, он берет собачку и уже доводит ее до самой выставки, до ринга. Ответственность у хендлеров большая. Чтобы победить, нужно сделать так, чтобы собака начала доверять чужому человеку. А для этого нужно ее понимать и чувствовать. Ведь каждая собака имеет свой темперамент и свой характер. Он не уставший, он немножко растерялся, да, немножко растерялся. Выставка является всероссийской. В этом году здесь не представлен город Нерингри, постоянный участник собачьих выставок. Зато есть участники села Намцы и Алдана. Около 200 лохматых и хвостатых продемонстрировали свои таланты, привлекательную наружность и умение держаться в ринге. Оценивало их самое строгое жюри, задачей которого является всегда придерживаться так называемого эталона. Я оцениваю соответствие собаки ее стандарту. На каждую породу существует стандарт. В этом стандарте прописаны требования к каждой собаке. Вернее, к собаке каждой породы. Вот исходя из этого я оцениваю собаку, насколько она этому стандарту соответствует. Сегодня выставка прошла на ура. Победителем соревнования стала немецкая овчарка Измаил из алмазной россыпи, которая блистала не только своим именем, но и умением держаться на публике. Ульяна Шагина, Павел Никифоров, Семен Семенов, Якутск. А прямо сейчас пришло время узнать о событиях, которые происходят в республике и за ее пределами, и мы с радостью передаем слово нашим коллегам из информационной Да, службы. оставайтесь с нами, потому что после новостей мы поделимся с вами рецептом утреннего витаминизированного смузи. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получат компенсацию за оплату проезда и покупку путевок на отдых и санаторно-курортное лечение. Правительство республики установило порядок и условия предоставления компенсации. Если ранее путевки в основном закупались централизованно, то сейчас появляется возможность компенсировать самостоятельно приобретенные путевки и билеты, говорится в сообщении. Для возмещения затрат необходимо обратиться в Управление соцзащиты населения и труда по месту жительства. В Якутске продолжается благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В рамках реализации проекта «Мой двор» при поддержке главы республики Айсена Николаева на 15 объектах были проведены работы по укладке асфальтового покрытия и тротуара, установке ограждения, а также возведению современных детских площадок. На сегодняшний день сданы 6 дворовых территорий. На остальных 9 участках работы завершены на 90%. Данные дворы будут готовы в следующем месяце согласно установленному графику. Сегодня в городе работает управление архитектуры совместно с Лето Якутии, Центр компетенции городской комфортной среды. Они свои пожелания, у них все есть, работаем в основном с ними. Управляющие компании и территориальные органы управления оказали непосильную помощь. Получается, работы, которые не были предусмотрены контрактом, допустим, обновление фасада, обновление подъездов, ограждения, они приходили, сами покрасили. Сериала «Игра престолов» поддержит проект якутского режиссера Эдуарда Новикова. Кинофонд в лице его амбассадоров Николая Костер-Вальдо, сыгравшего Джейми Ланнистера в сериале «Игра престолов», и голливудского режиссера Бальзатара Кармакура поддержали новый проект. Об этом сообщила кинокомпания «Саха-фильм». Команда создателей якутской картины с рабочим названием «На краю света» получит грант от фонда на развитие и разработку кинопроекта. Амбассадоры фонда сказали, что для них большая честь и радость оказывать поддержку Международному фонду кино коренных народов Арктики. Теплая зима ожидается на территории республики по прогнозам синоптиков. За 6 месяцев холодного полугодия на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений. Вывод был сделан на основе анализа климатических данных и прогностических разработок НИО Росгидромета. Точность прогнозирования 67-69%. Так,
Ну что ж, мы обещали, мы свое слово держим. Да, сегодня вот мы говорили про хандру, про осень. Осень, она еще так же, как и весна, в принципе, характерна авитаминозом. Да, кстати, поднимать себе настроение осенью и вообще в холодное время, как часто говорят психологи, нужно яркими овощами и фруктами. Да, и сегодня у нас такая комбинация из яблока и моркови. И будем мы делать из Да, нее... также у нас яблочный сок и корица. Да, ну корица больше добавить такой интересности. Сок яблочный необходим в этой истории для того, чтобы немного разжижить, чтобы не совсем густо было. А говоря про комбинацию яблоко-морковь, ну так интересный факт, что вот каротин, который содержится в моркови, вот эта вот история, которая полезна для глаз, она усваивается только когда морковь употребляется вместе с яблоком. Все правильно. Но для начала нам нужно, естественно, все это нарезать, прежде чем пробивать блендером, потому что ну, такой большие куски блендер не возьмет, поэтому я приступлю к нарезанию. Пожалуйста, Паша. Угу. Как-то можно большими кусками, да? Ну, нарезать? чем меньше, тем всегда, конечно, лучше, я считаю. Поэтому мы одну целую морковь сейчас подготовим. Так, вообще, ты часто готовишь коктейли? Ну, коктейли, да, но не смузи. Угу. Коктейли, смузи, ну, в принципе, одно Ну, и немножко то же, только разные, без льда, да? Немножко разные вещи. Все-таки смузи это больше, ну, на мой взгляд, это ближе к пюре, потому что, ну, такая густая консистенция. Вот, а коктейль это все-таки из жидкости, из сборка какая-то. Ну, потому что есть еще молочные, конечно, коктейли. Тоже отдельная история. Да, нам надо яблочко. Я, кстати, очень люблю смузи. Да? Ну, тогда сегодня тебе повезло. Будем пробовать. Из яблока убрать бы сердцевину. Ну, проще. А яблоки любые подойдут? Кислые, сладкие? Вообще, прежде чем я смотрел рецепты разных смузи, готовясь к этой программе, я понял, что смузи можно делать из чего угодно. Ну, все зависит от вашего вкуса. Говоря про яблоки, кто-то любит сладкие, кто-то любит кислые, кто-то любит кисло-сладкие. Все на ваш вкус и цвет. Главное, чтобы это были яблоки, то есть чтобы это были витамины, и тогда мы достигнем результата, к которому стремимся. То есть насытимся витаминами. Ну, опять же, вопрос борьбы с осенней хандрой. Так, а сок нам для чего? Сок, я напомню, он нам для того, чтобы вот эта история, она была более жидкой. Потому что мы же рискуем получить такое прям пюре-пюре, которое придется не пить, а есть. Есть? Да. Ага. А сок подойдет любой, в принципе, да? Ну, я думаю, тут лучше вопрос яблочный. вкусовой. Ну, просто у нас яблоки яблочные. Будете делать смузи из чего-то другого, из бананов, пожалуйста, можно использовать, наверное, банановый нектар. Так. Ну, можно же это употреблять и прямо на завтрак, да? Это же настолько сытный Да, в принципе. смузи. И вообще как перекус пойдет в течение дня. Да. Ну, по калорийности, если меня не обманывают мои расчеты, то вот эта вот история. Я, конечно, могу ошибаться в граммовке, которая у нас получится на выходе, что называется, но если это будет на 100 грамм, по-моему, где-то 40 калорий всего лишь. Вот. Так. Добиваем. Ну все, уже давай взбивать, да? Ну, Самое, да, одно самое яблоко интересное. Сок добавляется сразу? Ну, Или... Слушай, можно и сразу. Самое главное, нам нужна корица, которая даст сразу? нам, да. Мы сейчас все вместе это будем Я забивать. специально ее держу. Там, по-моему, была чайная ложка. Какой аромат. Глазомер, чайная Так, ложка примерно есть? чайную ложку, да, мы добавили? Ну, где-то вот. Ой, какой аромат сразу. Ну, это чисто для запаха, да, Да, получается? для такого пикантности. Для Ну, не пикантности, для пряности, да. Так, и 200 мл сока нам нужно. Мы сейчас... Это стакан сока, получается, Ну, примерно стакан сока. Возможно, я чуть меньше 200 мл добавил. Но, Так. думаю, ничего страшного. Сейчас бы не Начинается самое интересное. запачкаться. Блендер дело такое, я сам его боюсь. Но будем пробивать. Видите, как красиво наши вот у нас овощи, фрукты превращаются в смесь. Ну, самое сложное, конечно, при работе с блендером это пробить. Потому что
Блендеры разные бывают. У нас здесь не профессиональная кухня, времени побольше нет. Ты больше любишь со льдом или Смузи? без? Ну, без. Давай Определенно чуть-чуть, без, может, да, сока давай, добавить? потому что я изначально меньше 200 миллилитров подбил. Я сегодня как раз не завтракала. Ты как раз не завтракала, да? Нет, я все-таки успел. Что-то сегодня будет у тебя такой замечательный полезный завтрак сегодня. Приготовленный почти своими руками. Почти. Пашиными руками. Завтрак от Паши. Конечно, не в постель, но тоже хорошо. Так, ну почти готово, да? Ну, в принципе. Да, в принципе, готово. Давай наливай. Так, отвернусь. Ну вот у нас стаканчик такой красивый. Какая красота. У тебя стаканчик. Ну, в принципе, 2 порции получилось. Да. На такую морковку. Так, будем пробовать смузи от Павла Танина. Как назовем коктейль? Ну, можно в честь Смузи. нашей программы просто смузи утро Якутии. Смузи Паша Танин. Тем более, что подходит по цветам. Да, кстати, очень осенний, но в то же время яркий, вкусный, сытный коктейль. Да, мне интересно, как играет корица, поэтому я думаю, что я могу прям с этой баночки попробовать. Так, давай напомним рецепт. У нас был яблочный сок, Да. яблочко, морковь. Да, морковь примерно, ну вот такого корица. размера морковь, вот такого размера яблоко. Ну, для сравнения, вот у меня ладонь. Готовка заняла не больше 5 минут, так что отличный витаминизированный завтрак. Завтрак вам обеспечен. Да. Кстати, если вернуться к нашему вопросу, который мы Началу программы, задали в начале, чтобы получить билеты на премьеру в Театр оперы и балета, вопрос у нас звучал. В следующем, да, большая русская печь. У нее есть под основным печным отделением еще одно отделение. Для чего это отделение предназначается, ну и по возможности, как оно называется правильно. Да, варианты ответов уже поступают, мы смотрим, ждем, когда их будет больше. Да. Ну и как бы обращаем ваше внимание, что именно нам интересно, для чего используется это отделение. Напоминаем еще раз номер нашего WhatsApp 8 914 273 4488. Ну а на этом розыгрыш не заканчивается. Также мы и завтра будем разыгрывать билеты на балет. Так что принимайте активное участие, смотрите «Утро Якутии». Да, ну а результаты сегодняшнего розыгрыша объявим также завтра, 30 сентября. Так, ну а я, пожалуй, продолжу свой завтрак. Я тоже перекушу, ну а прямо сейчас прервемся на небольшую паузу, после чего вернемся и продолжим. Доброе утро, это «Утро Якутии» на Якутия-24, НВК «Саха». А в Доме дружбы народов в Якутске прошла презентация второй части книг «Дневник мигранта». В этот раз автор Улжан Даулетбекова расскажет читателям о межнациональных отношениях. Да, напомним, что первая часть вышла в прошлом году и описала историю женщин-мигрантов из Кыргызстана и их проблему и судьбы. Подробнее в следующем сюжете. В Якутию Улжан приехала в 2014 году. Работала где придется и, как признается девушка, быстро упала с небес на землю. На родине Улжан грезила о славе и богатстве, однако сейчас понимает, это все не важно. За время своего пребывания здесь писательница выслушала и стала свидетелем множества историй о своих соотечественниках и решила изложить это в книге. Над первой частью дневника Улжан работала 1,5 года. После выхода издания в свет уверенности в девушке прибавилось. Когда вышла первая книга, на меня посыпались много отзывов, люди разделились на 2 лагеря.
И это вот именно негативные отзывы на меня повлияли для того, чтобы я выпустила вторую книжку. Я захотела показать темные стороны миграции, также и светлые стороны миграции. Решила, кто, если не я. И чтобы прекратить все эти трагедии, надо говорить, надо выводить. Неоднозначно книгу приняли и земляки Улжан, однако многие ее поддержали. Здесь нет правды или неправды, черного или белого. Это жизнь, рассказывает Нурдин Матанов. Местная, да, публика, она же неоднозначно воспринялась. Значит, эта проблема есть такая, да, и, соответственно, ее надо освещать. Я положительно воспринял, положительно, потому что все мы здесь живем, общаемся, мы это знаем, как бы, да, и, соответственно, понимание есть. Между тем, несмотря на небольшой тираж, первая книга действительно пользуется популярностью. Так, например, по словам сотрудников библиотеки «Созвездие», где и проходила презентация первой части, дневник не сходит с рук. У нас есть эта книга. И очень многие просят, приходят. Ну, она в основном всегда на руках. Многие читают. И, ну вот, подумаю, что вторая книга тоже также заинтересует наших читателей. Презентация новой части дневника мигранта, несмотря на пройденный путь и накопленный опыт, не обошлась для улжан без волнения. В свой труд девушка вложила самое сокровенное, часто сталкивалась с творческим кризисом. Вторая часть дневника стала практически исповедью девушки. Я до сих пор мигрант, и я не скрываю или не стесняюсь. Действительно, а кому легко-то? Да и, наверное, самим жителям тоже сложно. Вот я сейчас сегодня провожу презентацию, завтра выхожу на работу. Так судьба, казалось бы, одного народа затронула сердца многих. Ведь в своих рассказах Улжан не только обозначила проблемы жизни мигрантов в России, но и женщин в целом. Вторая часть дневника мигранта расскажет о праве выбора, праве самовыражения и праве женщины. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. Завтра, 30 сентября, отмечается Международный день переводчика. Да, транслейтера, так сказать. И сегодня хочется поговорить об этой профессии, накануне праздника, естественно, об этой профессии, о том, как на нее обучают людей и чем, в принципе, кто эти люди, чем они занимаются. У нас в гостях Софья Владимировна Холмогорова, старший преподаватель кафедры перевода Института зарубежной филологии и регионоведения. Доброе утро. Доброе утро. С наступающим вас профессиональным праздником. Спасибо большое. Вот. Расскажите, да, немножко о деятельности вашей кафедры. Какими качествами вообще должен обладать переводчик? Ну, я бы хотела вообще начать с того, о роли перевода в нашей жизни. Конечно, мы видим в новостях, как встречаются главы государств, и за ними, может, не все замечают, но бывают люди в таких черных костюмчиках, которые на самом деле делают это общение возможным. Но на самом деле перевод, он, конечно же, влияет на все сферы нашей жизни. И перевод – это то, без чего невозможен был бы технический прогресс. И, может быть, мы этого не осознаем, но то, что мы читаем технические инструкции к бытовым приборам, к вашим гаджетам, то, что мы можем пользоваться лекарствами, ну, к сожалению, это тоже, да, реальность. Все инструкции. Да, вот эти. Это же все работа переводчиков, да, но помимо вот этого такого как бы более глобального уровня, я думаю, что роль перевода очень важна в том плане, что она помогает нашему личному развитию каждого из нас. Потому что разве были бы мы теми, кто мы есть, если бы мы не читали вот эти сказки, там, Андерсона или Шарля Перро в детстве, если бы на нас, на всех повлияли какие-то фильмы, да, на формирование нашей личности, это же тоже все работа переводчика. И это, конечно, профессия, которая требует не только знания двух языков в совершенстве. То есть многие думают, что если ты знаешь какой-то язык, что ты можешь просто взять и переводить, да? Но я думаю, что особенно у нас в республике, где многие люди владеют двумя языками в равной степени, если попросить кого-то вот так вот сразу, без подготовки, начать переводить даже вот то, что я сейчас с русского говорю на якутский, я думаю, что не очень многие люди это смогут делать. Да? Потому что не у всех получится. Конечно, потому что перевод – это такой особый, это такое ремесло, можно даже сказать, да, которое требует мгновенной реакции и переключения, перекодирования с одной знаковой системы на другую. И вот этому нужно специально обучать. И, возможно, да? еще культурные переключения нужно знать особенности. Безусловно, безусловно. Вот хотелось бы как раз узнать, как у нас на кафедре перевода и вообще в Институте филологии и регионоведения зарубежной, как обучают сегодня вот людей, которые, да, в дальнейшем, возможно, могут
взять и вот так вот переключаться и переводить? Ну, у нас есть, конечно, занятия по общим дисциплинам, но кроме того, очень много специальных дисциплин. Это различные виды перевода, это и письменный перевод, и технический перевод. И большое внимание, конечно, уделяется устному переводу, где вот именно просто есть комплекс упражнений, которые направлены на формирование определенных навыков. Навыки перекодирования, навыки просто быстрой реакции, там, скорости и так далее. То есть это на самом деле уже такой достаточно отработанный процесс. Существуют учебники, и этому можно обучить. Ну, мы знаем, что бывает синхронный перевод и последовательный, да? А что труднее, чем они отличаются? Синхронный перевод – это когда нужно делать одновременно три Параллельно. процесса. Ага. Нужно слушать, нужно анализ и синтез, то есть ты перекодируешь, и одновременно нужно говорить. То есть это очень сложно. И, да, но может это сложнее синхронно переводить. На самом деле зависит от человека. А последовательно, то есть вам сказали предложение, вы его перевели. Да? На самом деле это зависит от человека. Есть люди, которые больше любят последовательный, потому что у тебя есть время, чтобы как-то осмыслить, сформулировать предложение на языке перевода и его сказать. А в синхронном, а некоторые больше любят синхрон, потому что это как раз таки наоборот, не нужно хранить в памяти информацию. То есть ты что слышу, о том и пою, только на другом языке. Вот какой совет можете дать тем, кто, возможно, хочет связать свою жизнь с переводом? Ну, перевод тоже все-таки обширная история, тем не менее обобщим, да, с переводом, с работой вот с другими языками. Достаточно ли только желания и интереса к культуре? Нет, конечно, недостаточно только желания. Это профессия, которая требует обучения в течение всей жизни. То есть нужна большая усидчивость, нужна любознательность, нужна стрессоустойчивость, но тем не менее, если вы разовьете в себе эти навыки, то у вас будет очень интересная жизнь, потому что меня часто спрашивают, откуда ты знаешь, я говорю, ну просто же я переводчик, да, и, то есть ты находишься в гуще событий, ты чувствуешь свою причастность к каким-то большим мероприятиям, и я думаю, что многое, немногое, то есть в том, что добилась наша республика, на сегодня есть и вклад нашей команды переводчиков. Софья Владимировна, ну вы наверняка знаете много языков на каком-нибудь непривычном нам, ну не на английском. Можете пожелать нашим телезрителям доброго утра и хорошего дня? Ой, честно говоря, нет, у меня рабочий язык английский, поэтому... Давайте на английском. No, good morning and have a nice day. Good morning. А я процитирую фразу из одного культового фильма «Thank you very much». You're welcome. Софья Владимировна, спасибо вам огромное. С наступающим праздником. Спасибо большое. Вот. Ну а на днях мы побывали в Хангаласском районе, съездили в командировку и, как уже говорили, готовим выпуск Айланки. Да, и предлагаем вам сегодня ознакомиться в преддверии вот этого знакомства с историей, с краеведческой историей Хангаласского района. Из 8000 экспонатов особое место в этом краеведческом музее занимает этот уникальный камень с особой энергетикой. В простонародье жители Покровска называют его камнем мужской силы. По мнению старожила Хангаласского улуса, народного писателя Якутии Павла Харитонова Ойоко, этот камень обладает магической лечебной силой и помогает бездетным парам стать родителями. Камень был найден в 2015 году жительницей Хангаласского улуса Галина Шадрина у подножия Ытык-Хая в местности Кулаты. Жители обратились за помощью к историкам. Они подтвердили – камень нерукотворный. Его создала сама природа. Обратилась к доктору исторических наук Розалии Никентьевне Бравиной. Ну, как специалист Розалия Никентьевна сразу объяснила, что это не рукотворный камень, а природный. Потом началась история, и доходившая до легенды, смыслом и мифологическим. Да. Оказывается, вот такие камни раньше наши предки использовали в каком-то смысле, очень глубоком смысле. Камень весит около 300 килограмм, и привезти его в музей было непросто. Специалисты отмечают, позапрошлом году 8 человек еле перетащили его в этот зал, и теперь он пополнит коллекцию уникальных вещей. После пандемии поток посещений увеличился в несколько раз.
В музей приезжают даже из отдаленных поселков. К этому камню приходят женщины, чтобы вымолить ребенка, а представители сильного пола для восстановления мужской силы. Какая мистическая легенда связана вот с этим предметом? Вот рассказывают, что самое главное у нас в каждом, ну, если не каждом, то очень многих семьях, очень таких дружных семьях, которые не имеют детей, да, которые не имеют детей, это, конечно, трагедия для семьи. Те могут здесь подойти и обратиться мольбой. Ну а подробнее вообще обо всем расскажем уже 1 октября, это в пятницу. Смотрите наш эфир. Да, ну и смотрите нас завтра в 7 часов утра на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Желаем вам отличного дня сегодня. Обязательно хорошего настроения. До встречи.